Сезон продажи семян и посадочного материала можно считать открытым. Выбор саженцев на торговых точках всегда разнообразен. Яблоня, груша, абрикос, ананасный, слива медовая, черешня, крупноплодная, розовая. Только вот соответствуют ли они санитарным нормам, разобраться могут далеко не все покупатели. Вместе с горячей порой для дачников и садоводов началось и время проверок для Россельхознадзора. Значит, везем из Моздока, там выращиваем, но здесь участок есть, и из Краснодарского края, это тоже, в принципе, Северный Кавказ. Все, говорю, мы обязательно делаем сертификаты, справки о том, что есть у нас площадь, где выращивают. Качество продукции могут подтвердить карантинные сертификаты, в которых должна быть вся информация о приобретаемом растении. Но редко кто из покупателей интересуется документацией на приобретаемую продукцию. Однако она не остается без внимания сотрудников в погонах. Согласно графику рейдовых мероприятий на территории республики, маршрут перестроен на торговые точки Назрани. В ходе инспекционной поездки представители Роспотребнадзора проводят проверку качества саженцев, наличия документов и сертификатов на продукцию. Насколько мы проверяем ежегодно, выявлено карантинных болезней, карантинных вредителей, саженцев не было ввезенных. Единственное, были случаи, когда указанные на рисунке плоды не появлялись на этих деревьях, не соответствовали данному этому. Но единственное, что я могу посоветовать нашим жителям республики, чтобы они требовали сертификат соответствия. Еще одно важное условие, которое не остается без внимания проверки. Все деревья должны быть привиты, а иначе его плоды будут незрачными и несоответствующих размеров. Также очень часто это становится причиной того, что растение не прижилось. Тамерлан Сагов уже второй год закупается на этом рынке. В прошлом году привились не все саженцы, но что послужило причиной, не знает. Болеть начинает они. Многие покупатели считают, что, несмотря на хороший сорт, неправильная посадка саженцев может расстроить все планы садовника. 80% yaxshi. Xash ayur xatsu, как шир хатсабахр хатсу, как дренаж уальцев и же, как почку, ликеш сера хатсу. Цайр дала цайр ёкло. Также продавцы не скупились и на полезные советы, как сделать правильный выбор и получить хороший урожай. Рекомендуют обязательно обращать внимание на состояние стволов и ветвей саженцев. С макушки начинает высыхать, как бы рыба с головы опция. Всегда смотрите на дерево, вот мартисон. Если вот это зеленое, поеднее, а если она коричневая, уже, процент чекцен уже. Всегда вот на макушку, если она сухая, она сломается из полезных этих. Грубых нарушений у продавцов в ходе инспекционной поездки не выявлено. Эксперты отмечают, очень часто, пытаясь сэкономить, покупатели забывают прописную истину. Скупой платит дважды. И приобретают рассаду у недобросовестных предпринимателей, у которых сертификатов на продукцию и в помине не было. Торгуют они, как правило, на несанкционированных площадках. При выявлении таких нарушений надзорные органы применяют штрафные санкции. Мы виновных лиц привлекаем к административной ответственности, составляем протокол и назначаем административный штраф по статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В свою очередь, Россельхознадзор призывает граждан в случае выявления некачественной продукции обращаться к ним в управление, чтобы в дальнейшем эксперты могли выехать и проверить посадочный материал. Ну а рейдовые мероприятия на территории региона будут проходить до конца сезона. Диана Дударова, Майрбек Мержоев, Новости 24.